Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте. Обещанного дождались. В Якутске завершается строительство школы номер 35. Как оснащен новый объект, какие проблемы были с ним связаны и как удалось их решить. Образование будущего. До 2024 года систему образования в Якутии планируют полностью преобразить. Какие главные задачи обозначены в указе Айсена Николаева? Удачный ли эксперимент? Как дела у круглогодичной теплицы «Саюри» в Якутске? Предприятие называли убыточным. Какая сейчас там ситуация? Какие прогнозы дальше? От воображения до реальности. Проект развития ТИКСИ признали лучшим архитектурным проектом России. Работу сделал выпускник СВФУ. Каким может стать арктический поселок, на его взгляд? «Душа Севера» в Салехарде открылась первая всероссийская выставка художественного косторезного искусства. В ответе за тех, кого приручили, нерюнгринские владельцы сибирских хаски объединились в клуб любителей породы. За что этих собак считают лучшими, как за ними ухаживают и как их используют. Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах лицам, оказывающим материальную поддержку государственным и муниципальным учреждениям культуры. В соответствии с этим документом гражданам, которые помогают учреждениям культуры, будут платить налоговый вычет по НДФЛ в размере 30% от суммы дохода, а юридические лица получат 100% вычет по налогу на прибыль. При этом регионы будут вправе устанавливать категории учреждений и пожертвований, которым могут быть приняты к вычету в таком размере, также предельные суммы. До 2024 года систему образования в Якутии планируют полностью преобразить. Указ о стратегических направлениях развития образования в республике Айсен Николаев подписал в конце прошлой недели. Какие цели и задачи там обозначены и поставлены? Разбор нашего корреспондента Саргаланы Захаровой. У документа 3 цели. Попасть в топ-15 регионов России лидеров в образовании, создать систему подготовки талантливых детей, воспитать гармонично развитую социально ответственную личность. Всего указ состоит из 7 пунктов: приоритеты, практические задачи и рекомендации. Перейдем к содержанию. Сразу несколько пунктов посвящены образованию талантливых детей. Сегодня система по их поиску и развитию проходит на базе Малой академии наук. Ее охват 5000 детей. В 2024 году в республике в этом направлении будут работать сразу 4 организации: Малая академия, учебно-лабораторный корпус, Центр отдыха и оздоровления детей, Международная арктическая школа. В общей сложности они охватят 10 000 одаренных детей. Вот это все в комплексе должно дать нам такой вот хороший охват и развитие детей по всем направлениям, и по интеллектуальному направлению, по творческому и по физкультурно-спортивному. Согласно документу, дошкольное образование будет доступно детям с 2 месяцев до 3 лет. То есть в Якутии вновь заработают ясли. Средства в федеральном бюджете уже предусмотрели 1 миллиард 271 миллион рублей. А это 1287 мест в дошкольных учреждениях, которые появятся уже в следующем году. Продолжат практику профильного образования школьников в детских технопарках. Сегодня крупнейший находится в Якутске – Кванториум. Ребята обучаются не только теории, но и практике. Детские технопарки, но поменьше, работают в 12 районах республики. До 2024 года они появятся в каждом улусе. Дают и профессиональную ориентацию, во-первых, да, а во-вторых, и воспитывают определенные качества, и командную работу, критическое мышление. На особом месте цифровизация образования. Высокоскоростной интернет появится во всех школах. Рекламе в документе прописан вплоть до скорости. В городских образовательных организациях до 100, в поселках до 50 мегабит в секунду. Это позволит сделать образование доступнее для всех категорий граждан, в том числе и для детей на домашнем обучении. Указ станет локомотивом развития системы образования, считают сами представители сферы.
В указе огромная роль отведена системе профессионального образования и подготовки. Для нашей системы наиболее важны такие направления, как соответствие международным стандартам, комплексная программа профессиональной ориентации, направленная на повышение мотивации детей к выбору наиболее перспективных и востребованных профессий. Особенность указа в его комплексности. Затронуты все аспекты строительства, инфраструктура, новые технологии, методика преподавания. За 6 лет сфера не преобразится, а полностью изменится. Тем временем в Якутске завершается строительство школы номер 35. Новое здание для образования детей с ограниченными возможностями здоровья должны сдать до 25 декабря текущего года. Как оснащен новый объект, какие проблемы были с ним связаны и как удалось их решить, напомнит наш корреспондент Кристина Якупова. В инклюзивной школе номер 35 дети с ограниченными возможностями здоровья будут учиться по программе общего образования. Трехэтажное здание с бассейном, библиотекой и просторным актовым залом рассчитано на 275 учебных мест. Новое современное здание появилось на месте старого и ветхого. Проект разработали в 2011 году. Открыть двери для учеников школа должна была еще в 2015. Строительству сначала помешали земельные споры, лишившие школьную территорию необходимой площади. Затем нехватка средств в республиканском бюджете. В июне месяце здесь на данном объекте побывал министр Минвостокразвития Козлов Александр Александрович. По результатам данного визита здесь возобновлено финансирование. По условиям контракта и условий соглашения данная школа должна ввестись в этом году. В принципе, все к этому и идет. В конце декабря мы должны ввести объект. Площадь учебного заведения 7300 квадратных метров. Спецшкола оборудована для детей с ограниченными возможностями здоровья. 2 пандуса, 2 лифта. Проект он рассчитан под инклюзивное образование, то есть имеются лифты, специальные подъемные механизмы, туалеты, все, двери. Весь проект он изначально заложен вот таким образом, поэтому будет удобно детям учиться. Строительные работы на финишной прямой. В кабинетах чистовая отделка. Каждый день на объекте 70 человек. Торопят создать школу. Важно, чтобы спешка не отразилась на качестве строительных работ. Переезд учеников и учителей запланирован в январе следующего года. Кристина Якупова, Георгий Григорьев, Якутск. Территории опережающего развития, расположенные на Дальнем Востоке и Байкальском регионе, получат дополнительное финансирование из федерального бюджета в размере около 14 миллиардов рублей. Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня. Документ, подписанный Медведевым, позволит реализовать новые инвестпроекты в различных сферах экономики. Планируется, что в результате реализации инвестпроектов будет создано более 10 тысяч рабочих мест, а поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 75 миллиардов рублей. Согласно постановлению правительства, для территории опережающего развития Южная Якутия будет выделено больше, чем для других торов. Это более 6,5 миллиардов рублей. Как дела у круглогодичной теплицы «Саюри» в Якутске? Сообщается, что там все идет по плану. За 2 года запустили первую экспериментальную очередь тепличного комплекса. Однако, по данным по итогам года, предприятие показало убыток в 11 миллионов рублей. С чем это связано и ожидается ли улучшение ситуации? Репортаж Юрия Осипова. Площадь экспериментальной теплицы – 1000 квадратных метров. По словам сотрудников «Саюри», опытное производство. Отсюда и убыток. Убыточность связана с тем, что в данный момент работает только экспериментальная теплица. А эта теплица была сделана для отработки технологий. После окончания строительства первого этапа уже будет идти прибыль, потому что площадь увеличится практически в 10 раз. А с введением второго этапа уже будет работать полностью 3 гектара. Технология выращивания овощей полностью автоматизирована. Подача света, воды, питательных элементов – все строго фиксировано. Сотрудники лишь меняют настройки. Маленькая метеостанция, которая измеряет количество света, инсталляцию солнца, направление ветра, влажность, температуру снаружи. Работники тепличного комплекса за 2 года провели сортоиспытания по помидорам и огурцам.
Сорт огурцов Мева, по словам специалистов, он наиболее подходит для выращивания в нашей среде. В теплице их выращивают в лотках. Длина каждого такого лотка 51 метр. С каждого из них собирают более 16 килограмм огурцов в день. В теплице выращивают до 150 килограммов огурцов ежедневно. Свежие овощи поставляют в детские сады Якутска. Следующий шаг – столичные школы. Сейчас в декабре месяце объявятся конкурсы на оказание услуг по организации горячего питания. Это в 46 школах, в которых аутсорсинг. И уже с победителями данных конкурсов мы будем проводить работу по поводу поставки местной продукции в наши учреждения. И цена была установлена 250 рублей за килограмм. И на сегодняшний день она не повышалась. И на 2019 год сохраняется такая же цена. За 2 года в экспериментальной теплице собрали 47 тонн продукции. Это лишь начало. В 2019-м объем увеличится до 793 тонн овощей. А по завершении строительства комплекса в 2020 году объем урожая составит 2000 тонн. Юрий Осипов, Саргалана Федорова, Владимир Павлов, Якутск. Проект концепции развития арктического поселка Тикси выпускника СВФУ признали лучшим архитектурным проектом России. Якутянин Семен Востриков стал обладателем серебряного знака 26-го международного фестиваля зодчества. Каковы детали и содержание его проекта, каким может стать якутский Тикси, рассказывает Марьяна Кутукова. Выглядит поселок Тикси сегодня. А вот таким центр Булунского района видит Семен Востриков. Выпускник Северо-Восточного федерального университета разработал проект градостроительной концепции арктического поселка. По словам парня, Тикси должен стать современным городом. Морской порт, перерабатывающий завод, военная база, научные станции, новые жилые комплексы. Все здания свяжет наземное метро. По тоннелям будут проложены и коммуникации. На основе принципа умных городов поселок должен превратиться в единый организм. Тикси был выбран в качестве узлового города, поскольку изначально его специализация уже подразумевает порт, то есть это город-порт, при этом он расположен в пограничной зоне, а это связано с госбезопасностью, можно так сказать. Но при этом высокий интерес научных исследований. Проект Семена признали лучшим архитектурным проектом России в рамках ежегодного международного фестиваля зодчества в Москве. Выпускник Северо-Восточного федерального университета первым из студентов стал обладателем серебряного знака. Копию диплома бережно хранят здесь, в родном институте Семена в Якутске. Для преподавателей и профессоров инженерно-технического института эта награда равносильна собственным достижениям. Отметим, что серебряный знак Международного архитектурного фестиваля зодчества является наивысшей наградой для студентов. Золотой знак вручают только профессиональным взрослым архитекторам. В основе проекта Семена его собственная дипломная работа. Концепция расселения Тикси – это актуальная тема, уверен научный руководитель парня Николай Алексеев. Проект предусматривает не только тотальную реконструкцию по современным методикам, но и создан на основе традиционного опыта коренных народов Севера. Например, тот же жилой комплекс имеет округлые формы, как зимнее жилище эскимосов Иглу. В одном большом здании должны разместиться квартиры, усадьбы, места отдыха, магазины и социальные объекты. Традиционно есть такая система Саилык. Да? Наши предки, в общем-то, в суровое зимнее время они скооперировались и вместе в одной большой юрте несколько семей, в общем-то, переживали вот этот суровый климат. Традиции, можно сказать, да, которые продиктовала именно сама природа, мы берем за основу, и вот эта система расселения будет ложиться на основу уже нового подхода расселения нашей территории. Проект масштабный, и это только начало, говорят Семен и его научный руководитель. Победа в международном фестивале зодчества стала отправной точкой большого пути. Теперь важно заинтересовать чиновников, чтобы воплотить прорывную идею в жизнь. Марьяна Кутукова, Джустан Иннокентьев, Якутск. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите в нашей программе после рекламы.
Национальный проект «Культура». По этой программе Якутии выделят 520 миллионов рублей из федерального бюджета. Куда направят эти деньги? Душа Севера в Салехарде открылась первая всероссийская выставка художественного косторезного искусства. В ответе за тех, кого приручили, нерюнгринские владельцы сибирских хаски объединились в клуб, за что этих собак считают лучшими. Якутия-24 в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». Мы продолжаем выпуск. Легендарному ветерану Великой Отечественной войны Василию Иванову исполнилось бы 95 лет. В этот день в Мирном о нем вспоминали его родные и близкие. Сюжет Марферины Алексеевой. Родился Василий Давыдович в 1923 году в Вилюйском Улусе, селе Чочу. Ушел на фронт добровольцем в 17 лет. Тогда ему пришлось усердно постараться, чтобы попасть на фронт, так как у молодого Василия было плохое зрение, да и по возрасту он не подходил. И только на третий раз, когда они пришли с его другом, который очень хорошо рисовал, они срисовали, получается, роспись. И тогда только врачи уже осмотрели его, но выяснилось то, что у него плохое зрение. Спросили у него, сколько почтовые ящики. И вот весь город знал, сколько их там. И из-за этого врачи спросили, и он ответил правильно. Из-за этого его взяли. Так он попал сразу в Сталинград, в самое пекло войны. В Сталинграде получил как раз первую свою боевую награду. Да, он там закидал гранатами, да, получается, не могли, они долго штурмовали поликлинику, и там засели фашисты. Все, кто поднимался, всех расстреливали, получается, с пулемета. И вот он так, как сказал, психанул, взял гранаты, побежал, все кричали: «Остановись, тебя убьют». Но он никого уже не слышал, бежал, только знал, что нужно просто уничтожить врага, закидал гранатами, и они взяли. Именно Василию Давыдовичу, единственному из всей республики, довелось стать участником таких исторических событий, как Потсдамская конференция трех глав и Нюрнбергского процесса. Солдат, которому довелось охранять труп Геббельса 2 суток. Солдат, который один из первых людей в мире пошел в бункер Гитлера. Он отдавал честь Сталину, Жукову, видел Черчилля и Рузвельта. В 2011 году в свет вышла книга, написанная по рассказам и воспоминаниям Василия Давыдовича. Название «Я вернусь» он адресовал матери, который пообещал вернуться и исполнил обещание. Я помню момент, когда дедушка рассказывал мне свои воспоминания, начиная с самого детства, а я записывал их на своем компьютере. Большая часть книги все-таки была адресована его жизни на фронте, как он воевал, как он попал на войну, и вплоть до самого конца, до 1945 года, как он уже дошел до Берлина. За время службы в Красной армии и в органах МВД Республики Саха-Якутия имеет 9 боевых наград. Человек с неординарной судьбой, проливший кровь, чтобы подарить мир. Василий Давыдович был одним из первых, кто строил город Мирный, родив и воспитав детей на Мирнинской земле. Василий Давыдович с гордостью называл себя мирнинцем. Марферина Алексеева, Кирилл Шолохов, Мирный. 523,5 миллиона рублей выделят из федерального бюджета республики на реализацию национального проекта «Культура». Об этом сегодня на дискуссионной площадке «Открытый парламент» сообщил министр культуры Якутии Юрий Куприянов. 116 миллионов направят на строительство 2 домов культуры в сельских поселениях Сырдах Усть-Алданского района и Джикимде Горного Улуса. Объекты планируют ввести уже в будущем году. Также 42 миллиона рублей выделят на ремонт и поддержку уже действующих домов культуры, а 49 миллионов направят на поддержку детских школ искусств. Проект «Культура» начинается со следующего года и продлится в стране 6 лет. Парламентарии отметили, что успешный опыт реализации нацпроектов в других сферах необходимо применять и в этом случае. Не секрет, что у нас сегодня наши музыкальные и художественные школы между 2
ведомствами образования и культуры, в частности, во многом они остаются как бы нейтральной ситуации, ничьими. Да? В этом отношении, конечно, хочется и в рамках реализации уникальных наших проектов «Музыка для всех», «Рисуем все», и именно для развития профессиональной подготовки наших детей на это обратить внимание. В Салехарде открылась первая всероссийская выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера». Арктические мастера представили свои работы с душой и северной изюминкой. Вдохновилась и наша коллега Нина Исакова. Большой праздник, яркий, неординарный, выставка художественного косторезного искусства «Душа Севера» уже стал традиционным, при этом очень популярным. Неудивительно, что в этом году он приобрел новый всероссийский статус. Она не только статус набирает, она, наверное, территорию больше охватывает нашей России, и со всех уголков России к нам приехали мастера, это нас очень радует. В экспозиции представлены практически все современные школы, самые разнообразные направления и стили художественной резьбы по кости. Работы мастеров именитых и только начинающих. Конечно, одна из самых ярких, по крайней мере для нас, это Ямальская школа, но есть не менее прекрасные и Архангельская, и Якутская, и многих других субъектов. Поэтому это всегда для них большой праздник, и для нас, для тех, кто приходит посмотреть. Это праздник искусства. В этом году свои работы представили 79 мастеров. Один из самых молодых, Николай Киргизов, резьбой по кости увлекся еще в детстве. Пошел по стопам родителей. Мои родители были люди творчества. И я любил рисовать, и с этого все произошло. Участие в проекте – это не только трансляция региональных брендов косторезного искусства, но и продвижение традиций народных промыслов, обмен опытом и развитие делового сотрудничества. На ярмарке мастеров глаза разбегаются. Например, эти украшения сделаны из кости мамонта. Каждая вещь – эксклюзив. Большей частью – да. Потому что берется какой-то кусочек, и мастер смотрит, что из него можно вытянуть, обрезая как можно меньше. Вот, сохранить, показать фактуру, текстуру материала, но как-то сделать, придать ему какую-то интересную образность. В рамках выставки будет проходить конкурс косторезов. В списке 22 участника. Для каждого подготовлено рабочее место и материалы. Рога лося, оленя и кость коровы. И мастер уже сам смотрит, какой материал использовать, где-то что-то, может быть, он и оставит, где-то может как-то варьировать вот эти вот материалы. Я думаю, что работы все получатся, они интересные, будут необычные работы. Тема конкурса «Мы и Арктика» в духе современного времени, бережно сохранившего вековые традиции культуры народов. Нина Исакова, Тагна Романова, Александр Елтушев, Александр Хиля. Программа «Время и мало», Салехард. Выставка монгольских художниц прошла в арт-галерее «Ürgel» в Якутске. Выставка под названием «Булга Арт Контемпорари» проходит в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Представлены работы мастера по кожевенному искусству, а также 12 живописных работ и 5 принтов, которые можно не только посмотреть, но и послушать. Именно вот человек, который создал общество монгольской саха-дружбы, это Амара. Вот она нынче приехала именно с очень интересной художницей Болгонтуя, которая сейчас представляет два вида искусства. Как бы в одном лице она автор этих реалистических картин, которые у вас сзади меня, и она же и создает очень интересные абстрактные картины, которые потом оживают по особенной программе, если приложение включить в телефоне. Эти картины, они меняются, они начинают уже двигаться, музыка там. Притом, каждая картина написана даже музыкальное именно сопровождение. В Ленске на главной площади города установили новогоднюю елку, а скоро вокруг этой главной городской ели появится и ледовый городок. Сейчас объявлены конкурсы на новогоднюю тематику рисунков, семейных поделок и декоративно-прикладного искусства. Мы ежегодно с 2015 года эту акцию проводим. Акция имеет очень огромный, так скажем, общественный резонанс. Люди очень любят эту акцию, потому что все-таки 1 декабря – это когда мы зажигаем эту новогоднюю ель. Уже с 1 декабря такое настроение предновогоднее, люди начинают готовиться к Новому году. Я думаю, что Новый год – это самый лучший праздник для любой семьи.
В райцентре Аймяконского улуса на базе средней школы открыли международную школу Чисхана, хранителя холода. Проект разработан совместно с Арктическим и Варшавским институтом. В летний период в Аймяконе работала летняя школа Чисхана как творческий лагерь. А сейчас в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» зимняя школа на международном уровне начнет работу ежегодно. В этом году задача у детей, которые сегодня подъехали с ближайших сел Аймяконского улуса, дети, которые умеют рисовать и любят рисовать, создают в эти дни идеи для разработки комикса на тему Чисхан и глобальное потепление. Значит, разработанные идеи дальше будут отрабатываться инициативной группой, куда входят еще и студенты Арктического института, которые будут создавать гейм-дизайн. И, значит, комикс выйдет на английском, на русском и на якутском языке. И дальше будет уже продвигаться через Варшавский университет. В Нерюнгри владельцы сибирских хаски объединились в клуб любителей данной породы. За что этих собак там считают лучшими, как за ними ухаживают и как их используют. Сюжет наших коллег из Южной Якутии. А что ты думаешь про фильм «Белый плен»? Около 3 месяцев назад нерюнгринские владельцы сибирских хаски объединились в клуб любителей данной породы и регулярно в выходные дни собираются в районе технопарка, где устраивают катание для детей. Это, наверное, самые дружелюбные собаки, которых я в своей жизни встречала, хотя я видела много собак. Вот. Они любят детей, они абсолютно не агрессивны, можно так сказать. Залижут до смерти, заиграются. Дружелюбные и спокойные, но вместе с тем очень живые, сибирские хаски осторожные и внимательные. Это порода независимых мыслителей, свободный дух которых роднит их с волками. Иногда они могут быть упрямыми, но хорошо обученные сибирские хаски – это прекрасные компаньоны и близкие друзья детей. Вот мой питомец, наша любимая Умка. Беленькая, она у нас похожа на белого мишку. Она нас радует. Для нас это здоровье, в первую очередь, семью. Вот, мы с ней гуляем. У нас любит очень много бегать. Дружная, хорошая. Возит у нас деток, катает. Детки ее тоже очень любят. Завораживающие глаза, дружелюбный нрав хаски привлекают все больше желающих завести такого питомца. Но при принятии такого ответственного решения необходимо знать, что данной собаке нужен особый уход. Привередливые в еде, они нуждаются в регулярной нагрузке. Для выгуливания хаски дворовой площадки будет явно маловато. У нас вообще, когда первый снег падает, Умка среди ночи даже просится на улицу и в этом снегу прям купается, радуется. Прям снег для нее это все. А лето не любит. Перед тем, как завести себе питомца, давайте вспомним слова французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери. «Ты всегда будешь в ответе за того, кого ты приручил». Сергей Козюра, Нерюнгри. Таковы итоги дня. Смотрите и оставайтесь на нашем телеканале Якутия-24. Будьте всегда в курсе.